Россия может лишиться права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в результате антидопингового скандала. В последнее время появилось сразу несколько признаков того, что турнир могут перенести в другую страну. Так ли это? Разберемся прямо сейчас. Внезапное заявление сделал бывший глава антидопингового агентства ВАДА Ричард Паунд. Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия в чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории. И это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка. Слухи о переносе чемпионата мира по футболу из России в Катар появлялись еще раньше, в феврале 2016 года. Их даже пришлось комментировать руководству ФИФА. Там заявляли, что запасного варианта для проведения игр, кроме России, все же нет. Поводом для этих уточнений стало расследование о коррупции в Международной федерации футбола, которое власти Швейцарии проводят с 2015 года и до сих пор не закончили. В итоге избранному президенту ФИФА Йозефу Блаттеру тогда пришлось уйти в отставку. Его и других спортивных функционеров обвиняли в получении взятки как раз за распределение мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в России и Катаре. Обсуждение судьбы чемпионата началось и в России. Так, в популярном телеграм-канале под названием «Низыгорь», у которого почти 15 тысяч подписчиков, приведены слова анонимного источника. Уже поздней осенью этого года все будет кончено. В соответствии со статьей 16 своего устава Совет ФИФА примет решение о временном приостановлении членства Российского футбольного союза в своих рядах за серьезное нарушение обязательств. Россия потеряет право участвовать в любых турнирах под эгидой ФИФА, равно как принимать такие турниры до выяснения обстоятельств. И чемпионат мира 2018 тихо переместится в Лондон. Именно телеграм-каналы в последнее время стали в России главной площадкой для обсуждения внутренней политики и сливов из кабинетов российских властей. Ну а «Низыгорь» — один из самых осведомленных из этих каналов. В то же время агентство «Урару» сообщает о сокращении в государственной компании «Урал-2018», которая управляет центральным стадионом Екатеринбурга, возводимым как раз под чемпионат. Сегодня «Урал-2018» фактически представляет из себя организацию-пустышку. В новогодние праздники в ГУП прошли сокращения, и теперь основные полномочия «Урала-2018» сводятся к подготовке отчетов для организационного комитета и наладке светофоров, уверяют источники нашего агентства. Сократили финансирование подготовки к чемпионату и в Татарстане. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова не считает, что чемпионат мира в России под угрозой. Во-первых, ФИФА не успеет подготовиться к переносу турнира. Во-вторых, сам Ричард Макларен неоднократно просил не привязывать чемпионат мира к антидопинговому расследованию. Эту волну и поймали тот, кто захотел изолировать Россию. Чемпионаты мира же определяются не сегодня, они определяются загодя, как и Олимпиада. И за эти 4 года там может произойти все, что угодно и в этой стране. И тогда давайте проводить в одной стране, в Америке или в Европе, в Англии, и все, и больше нигде не проводить. Но они же тоже не смогут с этим справиться. Это же безумные финансовые затраты. И тем более надо же расширять географию видов спорта, да, популяризировать тот или иной вид спорта. Почему федерации заинтересованы давать и в Россию, и в Азию, и в Европу, и в Америку, и в Океанию, и там, не знаю, на Аляску, куда угодно. Да? Но это должно быть расширение спорта. Болельщики должны видеть живьем соревнования в разных странах. О чем, кстати, сказал Макларен касаемо чемпионата мира по футболу? Что, какие вопросы? Это меня не касалось, я не задавался целью для того, чтобы мне еще и дополнительно расследовать скандал касаемый там, проведения или непроведения чемпионата мира по футболу. Вы меня спросили про Сочи, я вам говорю. Массово отменять соревнования в России начали зимой после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. Он представил его 8 декабря. А уже 9 декабря Федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи. Как мир объявлял России спортивную войну и какие соревнования уже лишились российские города в нашей подборке. Волна отмены спортивных турниров пока коснулась исключительно зимних видов. Всего Россия лишилась уже 6 соревнований. Первым стал чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи. Затем
этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, юниорский чемпионат мира по биатлону в Острове, финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани. На очереди еще несколько турниров, намеченных на ближайшие месяцы. За год до чемпионата мира по футболу в России пройдет и Кубок Конфедераций 2017. Многие опасаются, что последнее событие, доклад Макларена, дисквалификация легкоатлетов и паралимпийцев, отмена зимних турниров, плавно подводит к футболу. Пока из уст главы ФИФА Джанни Инфантино угроз не звучало. Нам не следует негативно относиться к тому, что турнир состоится в России. Напротив, нужно считать это положительным событием для ФИФА. Россия сможет показать себя в качестве хорошего организатора и гостеприимной страны. Не нужно вставлять им палки в колеса. С главой ФИФА не согласен спортивный юрист Пол Грин, который успешно представлял интересы российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в тяжбах за право выступить на Олимпиаде в Рио. Я бы теперь не исключал, что Россия лишится других крупных соревнований, таких как Кубок Конфедерации, до которого осталось полгода. Разговоры уже могут пойти. Итак, есть ли шанс, что Россию лишат чемпионата мира, или затраты на перенос соревнований слишком велики, а времени для организации недостаточно? Обсудим эти и другие вопросы с гостем нашего эфира. С нами на связи с нашей студией Андрей Вульф, спортивный менеджер, бывший вице-президент оргкомитета Сочи 2014. Андрей, спасибо, что согласились выйти ко мне в эфир. Новости, давайте по очереди их будем комментировать и пытаться в них разобраться. Вот сегодняшнее заявление бывшего руководителя ВАДА о том, что если соберутся сборные и забойкотируют соревнования, то его и отменят. Как вы считаете, реально ли это? Я считаю, что вероятность этого существует, но в процентном отношении она не слишком велика. И связано главным образом это с тем, что как раз Международная футбольная федерация ФИФА – это организация в самой большой степени независимая от каких бы то ни было крупных международных структур, включая МОК и ВАДА. Именно поэтому у нее своя свадьба, свои политические и экономические резоны, и принимать решения она будет с большой долей вероятности без оглядки на кого бы то ни было. Кстати, Андрей, а вот напомните мне, я не помню ни одного допингового скандала с футболистами. По-моему, такой вид спорта, в котором человек, как-то вообще не принято даже всерьез об этом говорить. Нет, я не ошибаюсь? Не совсем так. В принципе, конечно, основные виды спорта для допинга – это так называемые циклические виды, то есть это легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика и любые другие соревнования, прежде всего, так сказать, на резкость и на выносливость. В футболе действительно это не имеет слишком большой степени распространения, но при этом большое количество случаев на слуху. Вот не далее, как в этом сезоне дисквалификацию получил футболист ЦСКА Роман Еременко за употребление кокаина. Или, например, на этом же кокаине неоднократно был пойман великий аргентинский футболист Диего Армандо Марадона. Или легендарный спартаковец Титов в свое время получил год дисквалификации за Брамантан. Поэтому, в принципе, это имеет место. И, кстати говоря, в пресловутом докладе Макларена одной из претензий и единственной прямой претензии, обращенной непосредственно лично к Виталию Мутко, было скрытие проб одного из футболистов, который принимал участие в каком-то из матчей Еврокубка. Хотя на самом деле для меня совершенно не очевидна эффективность употребления каких-то веществ для футбольных подвигов. Возвращаясь к словам бывшего главы ВАДА, если появится политическое решение ряда стран наказать Россию отменой чемпионата мира по футболу, то могут ли национальные сборные ряда стран, как с биатлоном они поступили, самостоятельно принять такое решение и поставить ФИФА перед фактом? Да, такая вероятность есть, она не очень велика, но тем не менее, когда я говорил о том, что существует определенный процент риска того, что все-таки какие-то действия по отъему чемпионата мира у России могут быть эффективными, как
раз это связано с тем, о чем вы сказали. Тогда Нельзя смотрите. исключать того, что национальные футбольные федерации будут выступать с определенными в этом направлении инициативами. И как показывает практика, иногда это получается очень эффективно. А, например, Буквально, это могут быть кто? Англия, может быть? англичане, да. Английская федерация футбола как раз достаточно критично вообще относится, так сказать, и не только к России, но и к ФИФА вообще. А вот на этот момент, вот, извините, я вот тут вас прерву, я хочу продолжить этот разговор буквально через минуту после небольшой справки. Почему, если предполагают перенести турнир, то именно в Лондон? И что такое британские политики и спортивные чиновники в разное время говорили о лишении России права принимать чемпионат? В нашей справке. Вслух говорить о возможном переносе турнира из России стали после конфликта в Украине и принятия антироссийских санкций. Одним из ярких сторонников идеи забрать турнир у Кремля был тогдашний вице-премьер Великобритании Ник Клэг. Угроза отзыва статуса страны, принимающей будущий Кубок мира по футболу, стала бы очень мощной политической и исполненной символизма санкцией. Теневой секретарь иностранных дел Великобритании Дуглас Александр пошел еще дальше. После гибели малазийского Боинга он даже обратился к ФИФА с планом действий по переносу чемпионата. Есть подтверждение, что Россия несет прямую ответственность за крушение рейса MH17 и что Кремль продолжает спонсировать и подогревать конфликт в Украине. Теперь ФИФА, конечно, придется пересмотреть вопрос проведения Кубка 2018 в России. Наконец, о целесообразности переноса турнира говорили и высокопоставленные спортивные функционеры. В Англии мировое первенство не проводилось с 1966 года, а это ведь родина футбола. На Англию стоит обратить внимание, говоря о чемпионате мира 2018. Впрочем, ФИФА предложение о бойкоте пока отклоняла с формулировкой, что Кубок мира мог бы стать для России, цитата, «принуждением к хорошему». Следующий вопрос, который сегодня появился в связи с утечкой источников уже в самой Российской Федерации, что будто бы в самой ФИФА могут вынести решение в отношении Российского футбольного союза, наказать его и таким образом поставить крест на чемпионате. И это уже будет решение организации. Вы слышали когда-нибудь о такой возможности? Ну как, теоретически она, разумеется, есть, но на практике я в это не верю по целому ряду причин. Во-первых, в ФИФА отношение к Российскому футбольному союзу достаточно позитивное. Во-вторых, ФИФА сама организация, как бы это помягче сказать, так сказать, находящаяся постоянно в последнее время под многочисленными обвинениями и не беспочвенно в коррупционных Так, а может скандалах, и нужно сдать принявшие Россию? руководители. Андрей, а может быть этим чиновникам захочется сдать Россию, даже получив, может быть, когда-нибудь от нее деньги, сдать, чтобы спасти свою репутацию? Или это невозможно в мире, так не делается в этом мире? Да нет, возможно, конечно же, все. Вот видите, Трамп даже выиграл в Америке, хотя все говорили, что это невозможно. Но объективно, конечно, все, так сказать, говорит за то, что этого не должно произойти. Во-первых, действительно очень сложно, так сказать, в короткий срок перенести такого масштаба соревнования, чисто технически. Во-вторых, действительно, все работы, связанные с постоянно приезжающими в Россию комиссиями ФИФА, они каждый раз, так сказать, дают определенные и публичные, так сказать, и неформальные знаки о том, что все в порядке, ребята, готовьтесь, все будет. Кстати, Андрей, а вот рекламные контракты на чемпионат именно в России уже заключены? Конечно. Уже давно заключены, потому что обычно это делается на целый цикл или даже на 2 цикла вперед. И это касается, кстати говоря, не только спонсорских контрактов, но и, например, контрактов на телетрансляцию, что приносит ФИФА основные деньги. И это целая история, так сказать, реально. Это очень тяжелая экономически и технически процедура. Уже несколько раз я встречал в российской прессе, вот совсем недавно издание «Ура.ру» об этом написало, сообщение о том, что заметно сокращается финансирование инфраструктуры будущего чемпионата по каким-то причинам. То ли все построено, то ли просто можно сделать вывод, что
в связи с предстоящими какими-то там неприятными событиями не хотят на это тратить деньги. Вот что вы про это скажете? Что вы про это знаете, во-первых, и что вы про это скажете? Ну, я получал такую же информацию из открытых источников. Я считаю, что это абсолютно текущий рабочий процесс, связанный с тем, что, безусловно, так сказать, те бюджеты, которые закладывались, они закладывались еще в момент совершенно других курсовых разниц, другого состояния экономики. И оптимизация, она всегда ближе к мероприятию происходит. При этом существуют какие-то статьи, которые, наоборот, вырастают. Связано, так сказать, это с тем, что изначально, может, что-то неправильно посчитали, где-то неэффективно расходуются средства. И я абсолютно исключаю то, что это происходит в связи с тем, что кто-то пытается подложить соломку, понимая, что есть опасность отъема чемпионата, затем тратить деньги. Очевидно, что те деньги, которые вкладываются в инфраструктуру, это все-таки долгосрочные вложения, и объективно это наследие, которое должно остаться после чемпионата, и то, безусловно, позитивное, положительное, на что надеются те люди в регионах, где будет проходить чемпионат. Потому что чемпионат пройдет, а стадион останется. А стадион останется, да, у нас, к сожалению, больше не остается времени, но спасибо большое. Чемпионат не отменят, объясняет Андрей Вульф, спортивный менеджер, бывший вице-президент оргкомитета Сочи 2014. Спасибо, Андрей. До свидания.